تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على الجبين، حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيكي. حي الوطن حيو اسم الوطن علو، في أرضك رجال تهز جبال وتفديكي. وين ما نروح معاك الروح ونشهد علينا الله. تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. Сегодня в гостях в вашей школе представитель Палестины, иностранный студент Чувашского государственного университета имени Ульянова Шахадер Сухаев, который учится на факультете стоматологии. Он исполнит песню на арабском языке, которая называется «Маулыни». Песня о родине, песня о Палестине, о красотах, о мире и согласии. والحياة والنشاء والهناء
картины. О тебе, Палестина, они говорят. Эти горы, равнины, города и оливы о священной земле, о священных садах. Палестина – страна, подарившая миру множество пророков, ставшая свидетельницей зарождения мировых религий. Именно истории, культуре и богатым обычаям этой страны было решено посвятить сегодня новую выставку, открывшуюся в школе 55 города Чебоксары. Экспозиция «Палестина глазами художников» собрала работы уже более 200 художников, работающих в разных жанрах. Каждый мазок, каждый штрих, мельчайшая деталь ярко и красочно передают атмосферу палестинской земли, непростой истории Палестины. Среди участников выставки мастера из различных регионов и городов России: Чувашии, Новочебоксарск и Батарево, Татарстан, город Чистополь и Лениногорск, Мариэл, Башкортостан, Вологодская область, Киров и Кировская область, Хакасия, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Кирово-Чепецк, Череповец, Набережные Челны, Лысково, Кострома, Елабуга, Димитровград, Ульяновской области, Комсомольск-на-Амуре. В выставке уже принимают участие и зарубежные художники из разных стран: Иордания, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия и Тунис, и, конечно же, из самой Палестины. Для открытия выставки «Палестина глазами российских художников» и приветственного слова приглашаем директора школы номер 55 Гурьянова Александра Владимировича. И организатора, вдохновителя выставки, президента региональной общественной организации Чувашской Республики, Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктора права Аль-Балауи Басам Фатхи. Приветствую! Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые гости. Сегодня мы открываем уникальную выставку. Уникальная тем, что в каждой картине мы видим культуру, историю Палестины. А то, как народ относится к своей родине. Я вот тоже посмотрел картину и увидел действительно красоту Палестины. Но в то же время, в каких условиях живут там палестинцы. И в каждой картине в то же время я увидел тот луч света, на который надеется народ Палестины. И это самое важное. Как народ относится к своей родине. Увидел даже вот в одной картине девочку, которая спасла дом, который разбомбили, и она спасла свою куклу и свою картину, свой рисунок своего дома. И она закрывает ладонью глаза куклы, чтобы она не видела, как бомбят, как разрушают дома, как она относится к своей кукле, как мама к своему ребенку. Спасибо. Хочется выразить, конечно, слова благодарности доктору Басаму. Благодаря доктору Басаму мы проводим сегодня открытую выставку, и благодаря доктору Басаму продолжится у нас выставка, у нас школа. И, конечно же, придут в нашу школу, посмотрят нашу выставку не только наши учащиеся, но и учащиеся соседних школ, детских садов.
Спасибо, доктор Басар. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Вы, дети, именно вы будете строить будущее России, будущее Чувашии и будущих народов. Поэтому от вас будет зависеть очень много. Учитесь хорошо. Знайте всегда, что Палестина, из которого вышло христианство, на котором земле, на котором родился Иисус Христос, она всем желает добро и мира. Палестина, которая подарила миру мир, очень жалко сегодня иметь такого мира, жить, как вы живете. Поехать в школу, вернуться домой целым и прийти. Вы не представляете чувств родителей, которые ждут возвращения своих детей из школы. Вернутся ли или нет. Увидят они их больше или нет. Вот коротко в чем находится палестинский народ под оккупацией. Но сегодня хочу вспомнить о прекрасном, величайшем художником, который с нами принимал участие с первых дней, когда мы объявили о выставке «Палестина. Глазами российских художников», и был последний визит у него в Чебоксарах 15 марта, когда мы открыли международную художественную выставку «Палестина. Глазами российских художников». Сегодня 40-й день, как его с нами нет, его с нами нет. Это Киргизин Валериан Николаевич из города Мургар, великолепный, душевный, замечательный человек. До этого он тоже делал у нас персональная выставка в Чебоксарах. Все его знают. И наш директор, дорогой директор Дома дружбы народов, Тукмаков Юрий Алексеевич, который здесь присутствует, тоже хорошо его знает. И вместе с нами открывали его выставки. Вот. Но таких людей не умирают, потому что их картины есть, картины, которые имеют тему. Не просто цветы, или какие-то там, не знаю, что, там, растения, или трава, нет, там темы. Поэтому очень здорово, когда художник показывает направление будущим поколениям, как надо свет увидеть. Как говорят в конце примерно, сколько бы трудностей, всегда свет появляется в конце мира. Хочу вам всем пожелать хорошее ознакомление с палестинской историей, палестинской культурой. И как сказала ведущая Анна Геннадьевна, что на палестинской земле родились пророки, и кто не родился там, он прошел через Палестину. И из Палестины дорога к небу, дорога к Богу, для всех религий земного шара. Я надеюсь, что вы все когда-нибудь вместе с вами поедем в экскурсию на свободную Палестину. Но сегодня мы с вашим директором, моим другом Александром Владимировичем, который я уже давно знаю, не один год, знаю, когда он еще был глава Горно-Марийского района, который по площади больше, чем государство Сингапур в 5 раз. А он сегодня ваш руководитель. Цените такого директора. Чебоксарах я не знаю, таких директоров. Но он очень благородный. Мы с ним организовали не один раз мероприятие. И с его помощью, я думаю, мы очень далеко в жизни пойдем. И сегодня с ним подписан договор о сотрудничестве, в котором для вас откроются новые пути, новые знания, новые дороги общения с палестинскими и арабскими детьми. И онлайн, и совместные проекты. Будем делать все для того, чтобы вы, через вас, укреплялась наша дружба, взаимопонимание и согласие. У нас нет никакая цель, кроме дружбы, чтобы мы друг друга любили, защищали, относились с уважением друг к другу.
тогда все будут счастливы. Вот я вам скажу один вещь. Вот если каждый из вас утром вставая, кому-то сказать доброе слово, не только вы, почек на свете, поверьте мне, вся земля, все жители земного шара будут очень счастливы. Я вижу здесь, уважаемые гости у нас в зале, что автор фильма, который вы видели, Чугаров Виктор Александрович, Палестина казак российских художников, кинорежиссер присутствует вместе с вами. Вот я вижу председатель Союза писателей, профессиональных писателей, журналистов Чувашии, Лидия Ивановна Липова. Я вижу своего друга Николай Михайлович Адьор, создатель музея СССР, этот советский, душевный, доброе сердце человек, который сразу очень практично подходили, я говорю, все, заключаем договор, будем организовать примеры, все это лежит дружба, защите, взаимопонимания, согласия, защите жизни на земле. Я его приветствую художников наших, которые сегодня присутствуют, наш славный художник Павлов Александр Вячеславович, замечательный художник, очень сильный, пишет такие картины, которые, я считаю, станут просто невозможными картинами. И они, вы знаете, весь мир. Я только мне показал одним взглядом одну картину, я понял, какое будущее у этой картины. Я вижу еще у нас Наумова, Ирина Гаврилова, великолепный мастер, единственный в Чувашии такой мастер, который на стекло делает вот такие прекрасные работы. И увидите ее работы, они здесь. Я всех вас благодарю. Благодарю вот у нас еще от нашего друга Духма, его команда здесь. Ялина вот присутствует, Григорьева, очень приятно. Вот. И остальных, наверное, наш дорогой член правления, учредитель Общества дружбы и сотрудничества международного Чувашии и Палестины, Подлазави Виктор Александрович, который постоянно с нами, куда бы мы ни поехали, такие добрые фильмы создают, такие прекрасные, которые останутся в истории на очень долгое время. Спасибо вам всем огромное. Желаю вам приятного продолжения нашего мероприятия. Я бы сказал, праздник культуры Палестины, праздник согласия, взаимопонимания. И я передаю трубку, микрофон передаю Ане. Приглашаем Александра Владимировича и доктора Альпалау Басам Фатхи для подписания соглашения о сотрудничестве. Спасибо большое. Думаю, этот договор мы сначала делаем дело, потом подписываем договор. Открываем, потом подписываем договор. А не так, как которые подписывают договора, и потом лежат долго, а мы не вспоминаем. У нас будет очень много еще мероприятий по этому договору, связанных с нашей школой, которые станут образцом всех школ Чувашии. Я думаю, в этом и нас поможет. Спасибо большое. Для укрепления дружбы и сотрудничества. Спасибо.
Так, дорогие друзья, я с удовольствием вручу благодарственное письмо дорогому другу, вашему директору Александру Владимировичу, который только что со сцены рассказал вам о картинах, которые затронули его душу. И это благодарственное письмо не случайно, я выбрал эту картину, что она тоже захватила мою душу. Пожалуйста, я вам вручаю благодарность. Еще те, кто помогали ему, развешивали наша выставка, и очень красиво и приятно это удалось сделать. Это у нас Короткова Юлия Васильевна, я приглашаю Татьяну Владимировну. Коллектив школы, администрации школы тоже вручить благодарность. Администрации средней общеобразовательной школы номер 55 города Чебоксары выражать благодарность академику Международной гуманитарной академии Европа, Азия, президенту Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктору права Аль-Балауи Басам Бадхе за подготовку и организацию 6-й международной художественной выставки «Палестина глазами российских художников» и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Также благодарность вручается Аль-Балауи Марине Васильевне. Благодарность вручается Петровой Анне Геннадьевне. Благодарность вручается Чугарову Виктору Александровичу. Благодарность вручается Павлову Александру Вячеславовичу. Благодарность вручается Подланцовику Виктору Александровичу. Всем большое спасибо. Приглашаем на сцену руководителя музея советского быта, сделано в СССР, Николая Михайловича Адерна. Прошу поддержать, потому что фильм снимают. Мы не слушаем себя на сцене. Добрый день, уважаемые гости. Я доктора Басама знаю много-много лет. Ну, наверное, почти 20 лет. Он является для Чувашии неизменным послом Палестины, Чувашской республики и всего Поволжья. Но Марийской республики тоже, конечно, он везде пустили и так далее. Доктор Басам — это удивительный человек, очень интересный собеседник, при очень много планов. Мы буквально неделю назад почти случайно в ходе подготовки этого музея встретились. Я их повел на 5 минут наш музей СССР. Там не только музей СССР, там музей города Чебоксары и музей Ерени Верхней Бумажка, откуда я родом, и именем которого называется и наш магазин.
я пригласил их на 5 минут, мы не управились. Час с лишним ходили от экспоната к экспонату. Им очень понравилось, меня буквально поразила его любовь к Советскому Союзу, самому мощному, можно сказать, передовому государству мира того времени. К сожалению, мы сейчас отстаем и, я не скрываю, сдаем многие позиции. Вот слушали вчера телевидение, когда в ассамблее и так далее выступает Россия, 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 ну буквально полощет там спортсмен, не пускай, поэтому нам нужно сделать рывок, умением, нашими силами, духовной силой, трудом, работой везде и всюду, несмотря ни на что, у нас, к сожалению, много очень бюрократов тоже развелось в наше время, поэтому, в частности, я призываю вас написать об этом музее, об этой выставке свои заметки молодежной газеты «Тандаш», «Ровесник», там, можно чувашский, можно русский язык писать. Вообще нужно вести дневники каждодневной жизни. В Швеции очень много пишут, и у них являются, дневники ведут, и у них нобелевских лауреатов 5 раз больше, чем в России. Вот такой стране. Призываю, пользуюсь моментом, в наш музей Советского Союза, музей СССР, пополняются экспонаты, мы их собираем, там экспонатов более 10 тысяч на этот момент. Наверное, я не скрываю, лет через, может быть, 5, 6, 7, 10, все это здание станет музеем. Может быть, постепенно и нас, я откровенно говорю, выжмут из торговли, сетевые магазины, может быть, но мы зря сидеть не будем, пополняем и будем правдиво рассказывать про Советский Союз. Вот взрослые даже приходят, удивляются, там выпускалось много чего, а ныне у нас не выпускают там в Китае, в других странах. Конечно, нужно будет взять реванш, разозлившись по-доброму, что мы не такие уж слабые, отсталые, обрести, может быть, второе дыхание, может быть, смелее, и вывести нашу страну вперед, как Советский Союз занимал в свое время. Спасибо. И кружится планета над нашей родиной дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он, сомнений плач уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он, сомнений плач уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие была дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех
отдельный, 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Валентина Семенова. На сцену приглашаем Эльвиру Соловьеву, музыка и слова Галины Белгалис, «Медовый запах слов». Встречайте. Духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание очень важно для нашей молодежи. И если кто-то из вас приобщится к творчеству, к музыке, к изобразительному искусству, и вы будете нести миссию добра и мира, это будет очень здорово. Поговорите, люди, отогрейте свои мечты, затерянные стежок. Остановитесь, люди, пожалейте святой любви загубленный цветок. И одиночество уйдет незримо, и схлынут неудачи, как волна. Давайте не пройдем друг друга мимо, придет тогда и осенью весна. А осень раздает манисты золотые, а осени не жаль наряда из парчи. Она их на улыбки заменит на простые, и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Друг другу люди души приоткройте, снимите отчуждение вуаль, и нежностью весны сердца укройте, сметите с душ паучью вы печаль. Метель пусть заметет усталость взглядом, растопит лето весь вчерашний вздох, и вновь душа в душе пусть будет радом. Давайте, дружки, запалить костер. Как мало счастья люди на планете, но слышат ждущих зов святой молитвы. А вслед из дома пусть не гибнут дети, попросим мы прощения у судьбы. Пусть наши души будут позывными, как стая самых ярких огоньков, открытыми сердцами и простыми, друг друга покорительно для без слов. А осень раздает манисты золотые, а осени не жаль наряда из парчи. Она их на улыбки заменит на простые, и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Она их на улыбки заменит на простые, и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Выставка, открывшаяся сегодня в вашей школе, уже шестая. А с чего и с кого же все начиналось? Как родилась идея создать эту прекрасную, уже масштабную выставку? А началось все с этой прекрасной девушки, которую зовут Бычкова Светлана. Она художница. 13 марта 2021 года она вместе со своей дружной командой художниц Баймяшкиной Еленой, Юсуповой Резидой, город Казань, Балашовой Ольгой, город Кирово-Чепецк, приехали на празднование Дня Палестины, которое проходило здесь, в Чебоксарах, в Доме дружбы народов. Светлана привезла с собой картину в подарок
на которой была изображена главная мечеть Палестины Аль-Акса. Аль-Акса находится на Храмовой горе в Иерусалиме. Мечеть, как вы видите на картине, изображена в снегу, хотя там никогда не бывает снега. Для Светланы мечеть, которую она изобразила заснеженной, это символы защиты и мира. Мечеть – святыня ислама. А снег – это символ чистоты, начала нового. Именно о мире и новой жизни мечтает палестинский народ, находясь под оккупацией уже долгие, страшные годы. Как у святых создателей путь к великому нелегок, так и Светлана добиралась до Чебоксар в холодную зиму с препятствиями. Это было ночью, было очень тяжело. Сначала отменили автобус в Ярославле, который и так только раз в неделю ходил до Чебоксара. Потом она хотела прилететь на самолете, но в то время пандемии самолет летал только 2 раза в неделю. И это был уже не вариант. Так как для того, чтобы прилететь сюда на самолете, требовалось 2 дня. Она бы опоздала. Но Светлана не отчаялась, нашла машину, кто ее довез до города Иваново вместе с 2 картинами, где уже ждала ее машина, вы не представляете, машина грузоперевозки, которые радушно согласились ее довести до Чебоксар вместе с прекрасными картинами. Путь выдался очень сложным и очень нелегким. После мероприятия, вот она здесь приехала в Чебоксары, уставшая после долгого длительного пути. Это мероприятие в Доме дружбы народов 13 марта 2021 года, День Палестины, где Светлана вручила картину «Мечеть Аль-Акса» в подарок доктору Басаму. После мероприятия художницы сидели в гостях у доктора Басама и решили, что выставке быть. Нужно создать выставку, посвященную Святой Земле Палестине, и провести ее не в любой день, а 15 мая. 15 мая, дорогие учащиеся, это день Накба. Накба в переводе с арабского языка означает «день катастрофы». Именно 15 мая 1948 года это день трагедии палестинского народа, изгнанного со своей родины в результате создания государства Израиль. 15 мая 2021 года состоялось открытие первой выставки, сегодня она уже 6-я, и 30 сентября 7-я будет выставка уже в городе Ярославль, а в ноябре в Общественной палате Москвы. То есть до таких масштабов уже доходит выставка. Выставка «Палестина глазами российских художников», как я уже сказала, 15 мая 2021 года открылась в Доме дружбы народов города Чебоксары с участием тогда еще 50 художников с разных городов и регионов России. Вот такая вот история создания и рождения выставки. Приглашаем на сцену директора Дома дружбы народов Токмакова Юрия Алексеевича. И художников из прекрасной дружной команды, внесших и вносящих свой неоценимый вклад в развитие международной выставки «Палестина глазами российских художников», значимый вклад в благородное дело, важность которого сохранение и укрепление дружбы, согласия, принятия и взаимопонимания между народами через искусство. Павел Александр Вячеславович и Альбалова Марина Васильевна. Есть еще присутствующие художники?
Наумова. Добрый день, уважаемые педагогические коллектив школы, уважаемые ученики, гости сегодняшнего нашего мероприятия. Сегодня действительно знаменательная дата для школы, я считаю. Сегодня в школе открывается уникальная выставка. Вам рассказали, узнали историю открытия этой выставки. Она зарождалась в Доме дружбы народов при участии у нас председателя комитета сотрудничества между государствами Палестины и Чувашии доктора Бассам и группы инициативных художников Чувашской республики и других регионов. Во-первых, я хочу пару слов таких теплых, хороших сказать про доктора Бассама. Мы с ним знакомы уже пошел третий год, когда меня назначили директором Дома дружбы народов. Но в данное время я не директор, а руководитель Дома дружбы. Название должности немного поменялось. Что я хочу сказать про доктора Бассама? Это действительно человек, настоящий патриот своей страны. Если, скажем, Палестина за несколько тысяч километров находится далеко, я считаю, это тело, да, сердце Палестины находится у нас в Чувашии. Это вот доктор Бассам. Вы даже не представляете, какой он патриот, настоящий гражданин своей родины, своей страны, потому что он болеет за свой народ, за свое государство. И вот, открывая выставку, он хотел через вот эти работы художников Чувашской республики, других регионов, сейчас уже выставка даже международная, познакомить нас, жителей Чувашии, Российской Федерации, с культурой, с традициями, с историей Палестины, палестинского народа, со страданием палестинского народа. Я даже скажу больше. Вот вы даже не представляете, доктор Бассам более 20 лет не видел свою маму, не может выехать туда, в связи с сложившейся обстановкой. Вы представляете, вот зная, что есть мама там, она пожилая, она старая, он ее не может навестить. Такая вот сложилась ситуация, обстановка тяжелая. Поэтому я поздравляю с открытием уникальной выставки всех нас. Это, я считаю, большой подарок для школы, большой подарок для жителей города Чебоксары, Чувашской республики, данная выставка. Хочу пожелать этой выставке процветания, расширения. Я даже затрудняюсь сейчас называть, потому что не буду называть точную цифру, я не знаю, художников участвующих, но это количество растет с каждым днем. Все больше и больше художников регионов Российской Федерации и международных присоединяются к данной выставке. Палестина глазами российских художников. Не только российских, наверное, можно поменять даже, да, международных художников можно назвать. И как результат, как вам уже сказали, да, в ноябре данная выставка будет открываться в городе Москва в Общественной палате. Это, я считаю, очень большой результат. Это вот группа художников инициативных. Я им всем желаю творческих успехов, всем авторам этих работ, прекрасных работ. Посмотрите, может даже уже посмотрели этих прекрасных работ, творческих успехов хочу пожелать, процветания, чтобы у них всегда было желание писать, творить картины, произведения и радовать нас своими картинами. Ну а доктору Бассам и всему палестинскому народу, конечно, я желаю счастья, независимости, чтобы они наконец-то обрели свою территориальную целостность, независимость. И также вот я искренне желаю от всей души, да, в ближайшее время все-таки вот доктору Бассаму может выехать на родину, повстречаться с родными и близкими. Спасибо, доктор Бассам, то, что вы у нас есть. Благодаря вам мы знаем про Палестину больше. Ну, благодаря этой выставке мы узнаем еще даже больше про Палестину, про дружественную нашу
странности вашей. Спасибо вам большое. Спасибо за прекрасные слова, за пожелания нашей творческой группы. У нас сложилась такая вот старание доктора Басама, сложилась творческая группа из разных городов, люди, как вы уже знаете, да, и в том числе из арабских стран, не только из городов России. Вот. Мы будем и дальше стараться эту тему раскрывать в своих картинах. Спасибо за внимание. Нам творческих успехов. Спасибо администрации школы, Александру Владимировичу, коллективу школы за возможность показать свои картины. Вот. На этом, наверное, все мои слова заканчивается. Всем спасибо. Профессиональные художники. Мы работаем начало работы с 15 мая. Как чем я сказала? И так вот постепенно наши работы заработали. Сейчас вот, я, конечно, вчера полезла работу. Еще две работы заработались, еще одна работа галереи Заливова в Казани тоже. Мы вот сейчас работаем именно над палестинской темой. Это очень интересная работа на самом деле. Я вас всех от всей души благодарю, спасибо вам большое. Я думаю, что мы и дальше будем сотрудничать. Вы же наш самый главный идейный руководитель. Мы за вами идем. Мы за вами, да. Вот, поэтому и дальше мы будем сотрудничать. Спасибо вам большое. Я девушка скромная. Ну, все будет хорошо, я думаю, да. В этой выставке участвую как непрофессиональный художник, художник-любитель. И мои работы сейчас находятся в Казани, назвательные. Ну, что я хотела бы сказать. Большое спасибо руководству школы. Большое спасибо ребятам вам за внимание, что вы пришли, чтобы уделили внимание данному мероприятию. И очень хотелось бы, чтобы, не зря все это прошло, какой-то след оставило наше мероприятие, наша выставка в ваших сердцах, зародила какую-то искру интереса к Палестине и вообще к международному сотрудничеству в области культуры, в области художественного творчества. Вы увидели для себя какие-то новые интересные горизонты, которые открываются для людей, которые сотрудничают в области искусства. Может быть, вы сами когда-нибудь поучаствуете в подобных мероприятиях. Почему бы нет? Это для всех не закрытая тема, для всех она открыта. Творите, тоже вступайте в ряды художников, тоже у вас будут какие-то интересные события в вашей жизни. Но чего я хотела еще, не хочу долго задерживать внимание, потому что все рассказали, но просто хочу сказать, что Палестина, как вообще Ближний Восток, это всегда точка притяжения для художников российских. Для наших, начиная с времен 19 века, наши художники интересовались Палестиной, они ездили туда, рисовали Святую Землю. И вообще культурные связи между Россией и Палестиной, они имеют тысячелетнюю историю с момента принятия христианства в России. И в 19 веке было организовано императорское палестинское, русское палестинское общество, которое занималось делами паломников, которые посещали из России святые места в Палестине, которое занималось попечительством монастырей православных, которые открывались на территории Палестины. И многие художники
художники посетили Палестину, вдохновились ее разработками. Поленов, Верещагин, знаете, прекрасно этих наших великих художников. И дело в том, что вот мне что мне говорят профессиональные художники, которые закончили академию. Я общалась недавно с нашими художниками, которые закончили Академию художественной Репина, в Санкт-Петербурге. Они говорят, почему Палестина их так манит? Они на Ближний Восток ездили, рисовали там. Почему? Потому что вот они в Санкт-Петербурге, когда рисовали природу, город, вся наша природа, она такая пасторальная, такая, она очень нежные оттенки цветов, такая она в пастелях каких-то, может быть, не очень яркая, она красивая, но не очень яркая. Вот когда они приезжают туда, в Палестину, в Россию, вообще на Ближний Восток, они поражаются тому, какой цвет в природе, они поражаются этой гамме цветовой. И они говорят, боже мой, познать цвет природы можно только поехать туда. И они через вот эти поездки, через вот это перерабатывая эту красоту природы именно там, они говорят, мы познаем красоту цвета, его сочетания этих цветов. Поэтому, конечно, картины, посвященные Палестине, они бывают такие яркие. Их удивляются очень многие художники, которые нарисовали, они взяли очень яркие, сочные цвета, не потому что это не какой-то там моде, знаете, как у тебя сейчас все очень яркие, а потому что реально там природа такая. Ну, я желаю вам вдохновиться, получить что-то для себя, для своей души. Спасибо вам большое. Есть заранее были сделаны благодарственные письма и дипломы. Наша Ирина Гаврилова у нас Вячеслав, наш славный художник, Александр Павлов, и Эльвира у нас, Эльвира Александровна. Они фотографии, которые сделали, у нас, так и видите, все у нас в доме, все у нас фотографии письма, они купили в банке с портретом каждого, поэтому мы заказываем фотографии, дорогие друзья. Пожалуйста, прощения. Спасибо вам большое, вы прекрасная команда, замечательные художники, очень хорошие. Ученика частной школы 6 класса Селезнева Егора. Игрушки. Как же мне плохо без тебя. Я не могу дышать свободно. Есть ты, есть я. Кому-то было так угодно.
Кая со стихотворением о маме и ученицу 4 класса Намазову Наим со стихотворением о ее родине Azerbaycan. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana, hangi səmdə, hangi yana, hey uçsam da yuvam sənsən, elim, gülüm, obam sənsin. Ой, мусульманки, когда азимас, мода, нам вообще сдают замин, отдасть модарон. Вайму на форму масанкаш, вайхута алимедон. Олитарин тюрно. Мода азим, мода колония азим. Выставка «Палестина глазами российских художников» – это еще один шаг на пути укрепления дружбы между народами, странами и культурами, которая дает возможность навести мосты между обществами и способствует укреплению международного мира и сотрудничества, взаимопонимания и примирения. Быркова Ирина Владимировна с песней «Доброта». Это все. Доброта — это
Спасибо большое. Я первый раз вас слушаю. Вы поете. Благодарим вас. Думаем, что вы будете участвовать в дальнейшем на нашей возможности. Вам благодарственное письмо. Вместе с ним интересные политические картины. Честно скажу, вот этот фильм из именно знаменитых для талантливых писателей. Его картины. Вот это политический художник, который понравился. Спасибо вам большое. Приглашаем на сцену иностранного студента, представителя Палестины Шихадек Сухаев. Он исполнит песню на стихи классического поэта, которого вы все знаете, Александра Сергеевича Пушкина. «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимой без других. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимой без других. Меня зовут Евгений Мальков, и специально для этой выставки я сочинил стихотворение про Палестину. Вновь я буду сказать о Палестине. Здесь снова бой, и снова льется кровь. И снова горько плачет мать о сыне, украдкой пряча слезы и любовь. Вот и война, прошу остановиться. Достаточно смертей, сирот и вдов, и матерей, глядящих скорбно в лица. Такое завещал закон Христов. Твой сын недавно пел и веселился, с друзьями сын любил встречать рассвет. Сегодня ж он в могиле очутился. Вчера он был, сегодня его нет. Он не ушел, просто шагнул в бессмертие. Для матери он рядом и живой. Нет, не нужна война, просто поверить, коль сыновья не возвращаются домой. Долгие годы под жесткой блокадой, на собственной родине кровь проливая, музыка их стала повседневной отрадой. Надежда и вера в свободу не тают. С раннего детства дети питают любовь к своей родине, к своей Палестине. Страхи, разруха и бомбы летают, но вера в свободу в их внутренней силе. Идут на работу, идут на учебу. Каждое утро под кровью разрухи сердца их пропитаны сильной любовью. Они хотят
своей Палестине. Мы сильные духом. Мы палестинцы. Это наша земля, земля наших предков. Мы будем играть на музыке жизни. Мы будем дышать в своей Палестине. Моя Палестина, мой род, мои предки взывают от силы и благословения. Вы наша защита, великие предки, моя любимая Родина, моя Палестина. Это стихотворение «Моя Палестина» собственного сочинения. Оно родилось год назад, утром в 5 утра 18 марта 2021 года, когда мы должны были проводить День Палестины, но, к сожалению, началась пандемия. Стихотворение родилось после просмотра фильма «Музыка войны», который, к сожалению, мы сегодня не смогли показать, но если у учащицы школы есть желание, этот фильм вам обязательно здесь покажут. Он очень пронизывающий именно про детей, которые сейчас находятся в оккупации в Палестине. И как маленькие детки вы можете ознакомиться с некоторыми этими картинами, они просто раздирающие душу до слез, как вот маленькие детки сидят и играют под бомбами, настолько сильные духом, они другие, они воспитываются сейчас там, в такой ситуации, но эти дети, именно эти дети, это будущее Палестины, именно эти дети, объединившись, освободят свою родину и будут жить и дышать в своей Палестине. Искусство объединяет человечество. Ценности великого искусства победоносно проходят через бури земных потрясений. Под знаком искусства мы побеждаем, красотою мы объединяемся. Именно только единением и дружелюбием можно строить во благо и улучшение жизни. Валентина Семенова с песней «Надежда». Надежда никогда не умрет. И надежда в свободу будет жить у палестинского народа. И дай Бог, по воле Аллаха, Палестина в скором времени станет свободной. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди,
оставляют в памяти навсегда и в истории свои фильмы о наших мероприятиях, о выставке и о Палестине. Виктора Чугаева и Виктора Подлазовика. Вам приглашаю. Аня, молодец, вы хорошо идете. Скажете разом лучше и лучше. Друзья, спасибо вам всем счастья и удачи. И стройте свой шаг, тогда всегда будет мир на земле. Поздравляю вас с этой выставкой. Вы наверняка порадуетесь, глядя на эти картины, что-то подумаете, что-то растите у себя в сердце. Учитесь миру, добру. Спасибо, дорогие друзья. Наш чрезвычайный полномочный посол государства Палестины в Российской Федерации посмотрел фильм Виктора Чугарова о нашей первой выставке. Отправили его специально в благодарственное письмо. Все получили, Виктор Подлазовик получил, Александр Виктор Чугаров никак не уловил, догадался, поэтому только сегодня, через 4 месяца, я ему получаю это благодарственное письмо от посла Палестины. Еще благодарственные письма за то, что он с нами всегда есть, присутствует и освещает нашу. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Виктору Подлазовику еще будет у нас благодарственные письма, что убеждены обязательно. Сегодня на базе 55-й школы города Чебоксары проводится выставка «Палестина глазами российских художников». Эта выставка приурочена для того, чтобы поддержать народ Палестины. Народ Палестины находится сейчас в очень трудной ситуации, и мы, проводя эту выставку, поддерживаем их. Хочется сказать слова благодарности организатору этой выставки, доктору Басаму. Он многое сделал, объединил наших художников, объединил художников с других регионов и с других государств, в том числе из Палестины. Эта выставка как проводится в рамках живых уроков. То есть ребята, не выходя из школы, могут посетить вот эту прекрасную выставку. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
бедствий войн, их разрушительных последствий, отнимающих жизни других ни в чем не повинных людей. Все люди должны соединить руки для того, чтобы братство, дружба, мир, согласие между людьми, принятие и взаимопонимание распространились на земле. Давайте все присутствующие в зале соединим наши руки, сделаем большой круг дружбы, создадим единую, мощную, созидательную энергию и запустим ее в мир. Дружба между людьми бывает. Дружба между странами должна быть, потому что нам завтра жить в этом мире. И чем крепче мы дружим и едины, тем лучше этот мир станет завтра. Мы одна семья на этой планете. Дорогие учащиеся и гости мероприятия, приглашаю вас на сцену для того, чтобы сейчас вместе соединить наши руки и сделать мощную энергию круга дружбы, запустить ее в мир. И пусть всегда будет мир на этой земле, пусть всегда будет любовь, согласие, здоровье, и чтобы все мы были счастливы, и наши дети всегда улыбались и жили в будущем мире. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. А счастье по небу кружить. И вновь поднимется заря. Заря поднимется земля. Заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Объятия утренней зари, просто любить, просто мечтать, сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Нам с тобой. Как научиться просто жить. Нам с тобой. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать. А человеком просто стать. Просто жить.